Всем привет, дорогие друзья! Сегодня ролик будет посвящен станции биологической очистки. Вот вам его установили. Давайте разберемся, что из себя он представляет, как принимать работу у мастера и как его в дальнейшем обслуживать. То есть основные вопросы. Давайте подойдем, посмотрим и поговорим. Давай расскажем полностью, что из себя представляет данная емкость, что туда входит, что за камеры и как идет сам процесс. Данная емкость — это у нас станция биологической очистки Евроколос. У нее получается корпус сделан из витой трубы 20 диаметра, то есть стенка у нас получается 20 миллиметров толщиной. Это хорошо тем, что у нас давление грунта, которое создается, она выдерживает спокойно. То есть даже если ее откачать и оставить на какое-то время недолго, то есть ее не сдавит. Но лучше этого не делать, конечно же, допустим, при сервисном обслуживании. Откачал, сразу же наполнил. И плюс не надо цементировать по периметру. То есть любой септик вы закопали, надо еще кучу цемента притащить и все цементировать. Здесь просто установили, его не сдавит, не зажмет. Там стенка вот такой толщины. Это мало кто делает. Вот здесь она такая. В общем, тут у нас получается 4 камеры основные. То есть у нас идет приемная камера, самая большая. Вот куда льется вода. Все стоки в нее притекают, которые из дома. Так. То есть они тут, получается, у нас складируются, грубо говоря. И вода у нас, которая вытесняется, она перетекает вот через вот то отверстие в первый биореактор, где происходит первичное разложение. Зачем вот эти елочки? Вот эти вот елочки, расчески, на них образуются колонии бактерий. Снизу стоит аэратор, он создает у нас конвекцию, движение воды в камере. Тем самым вода, проходя через вот эти расчески, бактериями очищается. То есть бактерии поедают. За счет насыщения воздухом жидкости реакции происходят быстрее. Как рыбкам нужен воздух, да? И бактериям там тоже. То есть они поселяются, наполняются кислородом, да? Вот так, да. И живут, размножаются. Размножение идет. Надо ли что-то засыпать туда? Ну, вообще рекомендуется засыпать бактерии для станций биологической очистки аэробного, анаэробного типа. Как часто? Ну, вообще на бактериях производители пишут, как часто. Ну, они умирают вообще со временем? А если химический состав, например, я смыл, унитаз помыл, химия сюда попала, они да, умерли, все да, верно. Если использовать хлорные очистители, хлорные какие-то моющие средства, хлор у нас убивает бактерии, соответственно, тут бактерии тоже могут погибнуть. В этом случае, да, рекомендуется использовать бактерии. Еще бактерии используют при первичном запуске станции и после сервисного обслуживания. То есть, когда меняется жидкость, я понял, эти бактерии, количество уменьшается, и чтобы они быстрее тут размножились, их лучше добавить сюда. Вот. Потом... Вот мы на этом остановились. Дальше да, вода вот у нас получается... с бактериями идет вот... В основной биореактор находится вот здесь. Тут и расчесочек побольше, и кипение, как видно, вот там вот внутри посильнее. Да. Бурление воды больше. Соответственно, тут реакции происходят быстрее и больше, очищение идет. После чего у нас очищенная вода вот в этой камере поднимается и перетекает уже после в сливной ящик, откуда насосом уже она сбрасывается на улицу. То есть лапка насоса приподнимается сама от наполнения, да? Насос включается, и вот эта вся вода здесь, она уходит куда-то в канал. Канал, да. Вода уже очищена, тем самым как бы не загрязняя окружающую среду. Вот. Все остальные как бы твердые фракции остаются в станции, они перевариваются бактериями. Вот. И стоит у нас еще аэрлифт, который создает рециркуляцию в станции. Как бы он, получается, эту воду перекидывает снова в приемную камеру, тем самым создавая движение по кругу. То есть с приемной камеры она попадает снова в первичный реактор, потом уже в основной реактор. И опять же перетекает через вот этот аэрлифт снова в приемную камеру. Тем самым как бы постоянно очищая воду все время во время работы. Зачем вот тот поплавок нужен?
Для предотвращения затопления станции полностью до электрических моментов у нас ставится, получается, аварийный поплавок. То есть, когда вдруг у нас перестал насос работать по какой-то причине, допустим, в него попала там бумага или тряпка какая-нибудь, или у него запал поплавок, он не может подняться. Либо еще причина, на сливной трубе прихватила ее там лед, и она не может сбросить, начинается переполнение, поплавок тем самым тоже всплывает, и в доме должна загореться аварийная лампочка. Это аварийка, я понял. Да. То есть, когда она загорелась, значит, какая-то неисправность станции. Воздух у нас попадает через вот этот грибок в емкость для компрессора, где стоит компрессор. Соответственно, он по этой трубочке гонит воздух у нас в станцию. Хочу отметить, что компрессор абсолютно в защитном корпусе, его никак не подтопит, да, если со станцией что-то случится. То есть защитная емкость такая есть. Прекрасно. В тот момент, когда она тянет воздух, она себе протапливает под снегом каналы, и воздух все равно проходит. Мы даже на зиму рекомендуем, наоборот, накидывать снег на станцию, так как снег, он как природный утеплитель и не дает промерзать холоду, как бы поступать в септик, в станцию. Так как мы перешли уже к электрооборудованию, оно здесь не пострадает. Я вижу, оно защищено. А вот та розетка, которая находится во влажной среде, и вот все вот эти вот розетки и коробки, они влагозащищенные. То есть снаружи влага может быть, но вовнутрь она никак не попадает. Так, теперь вопрос. Вы установили. Мы разобрались с конструкциями. Вот как идет приемка, сдача оборудования заказчику? То есть мы ее подключаем, показываем, что вот у нас работает. Компрессор работает, он гудит. То есть у нас воздух поступает в станцию, за счет воздуха работает аэрлифт. У нас за счет воздуха происходит бурление в камерах. Так. По насосу придется, конечно же, туда залезть и приподнять поплавок, чтобы показать, что он работает. И вот он у нас начинает откачивать воду. Сейчас пока уровня недостаточно. По идее, там вот должна пойти вода. Давайте посмотрим. Пошла вода. То есть объема воды не хватает, да, или как? Да, мы как бы не стали наполнять полностью всю станцию, потому что в данном случае нам ее придется сейчас законсервировать на зимний период. Вот хорошо, что к этому подошли. Если вдруг клиенты не пользуются сразу, да? Вопрос консервации. Что такое консервация и как это правильно сделать? Консервация происходит в таком порядке. Значит, снимается оборудование. Так. Потом от верха станции откачивается уровень воды примерно, чтобы метр было. Так. То есть промерзание грунта обычно идет где-то примерно на метр. Соответственно, ниже уровня земли уже положительная температура на метр, если брать. Откачивается во всех камерах вода на метр от верха станции. И в каждую камеру засовывается бутылка с песком. Песок в бутылке нужен для того, чтобы бутылка утонула. Примерно наполовину. И когда идет смерзание поверхности, чтобы у нас образующийся лед не на стенки станции давил, а давил на стенки бутылки. Все понял. Тем самым не деформировав ее и не сломав. Сверху делается короб из полиспена, из листов полиспена, как утеплитель, крышка. В принципе, все. При использовании, обратно, если хотите использовать, соответственно, все бутылки достаются. Крышка это убирается при желании, устанавливается оборудование в обратном порядке, и можно пользоваться. На период еще консервации стоит ли мне, специально, чтобы не промерзало, на всякий случай закидывать снегом или опилками? В принципе, можно какой-нибудь утеплитель использовать еще дополнительно, и снег тоже не помешает, От этого хуже точно ничего не будет. И вопрос напоследок. Все, станция работает, мы живем.
как мне его обслуживать? То есть с какой периодичностью? Надо что-то делать, не надо делать? Ну, живем, пользуемся, используем обычные мыльные средства, Да. как я уже сказал, не содержащие хлор. Не используем порошки с антибактериальным эффектом. То есть обычные стиральные порошки, там посудомойка, это все подходит. Всякие шампуни и мыло, которыми мы пользуемся, это все подходит. Вот. Если же, допустим, у нас загорелась аварийная лампа, только в этот момент мы идем сюда, открываем и смотрим, по какой причине у нас она загорелась. То есть это переполнение может быть из-за какой-то причины, либо просто был большой залповый сброс. Ага. Допустим, ванну слили целиком, уровень поднялся, она не успела его переработать, эту воду, не успела выбросить. Вот. И раз в год делаем сервисное обслуживание. Ил. Появляется ли ил там? И как его часто надо там, чистить как-то? Ил появляется в любом случае, потому что же, стоки-то сюда все равно прилетают от унитаза, там, с раковины, там, с кухни вот этот жир, то есть он перерабатывается в ил и оседает на дне, тем самым уменьшая объем воды. Говорю, вот раз в год, как минимум, мне кажется, надо делать. Дорогие друзья, надеюсь, мы полностью раскрыли вопрос станции биологической очистки. Если у вас будут вопросы, задавайте. Все подробно расскажем. Ваш центр домостроения.